Это Якутия-24. В прямом эфире программа «Итоги дня». В студии работает Влад Давыдов. Смотрите в сегодняшнем выпуске. Борьба с огненной стихией. Как по всей республике тушат лесные пожары. Информация со всех уголков региона. Подготовка к осенне-зимнему периоду. На якутской ГРЭС продолжают ремонт оборудования. Что сделано и что предстоит. Местный продукт, сыр производства сельхозпредприятия Ленского района Батамайское появился на прилавках магазинов. Академическая наука и технологии в Якутии. В столице в России «Моя история» открыли республиканскую мультимедийную выставку. Праздник спорта. Первые соревнования Олимпиады стартовали в Японии. За неделю в Якутии удалось ликвидировать 100 лесных пожаров. На сегодняшний день лесные пожары не угрожают населенным пунктам. Об этом сказал глава республики Айсен Николаев в ходе рабочей поездки в Горный Улус. Все подробности в репортаже нашего корреспондента Юрия Осипова. Сегодня возле села Магарасы основные силы брошены на борьбу с 2 лесными пожарами. За месяц они прошли около 50 тысяч гектаров. Опашку сделали и сейчас в данное время окарауливает опашку. Очень нам помогает добровольцы с города Якутска. Каждый день приезжают. В последнее время тут все жители, не только жители, те, кто работает на пожарах, только ждут дождя. Вчера был небольшой дождь, он чуть-чуть расслабил огонь, так что можно сказать, что помог. Прошедший накануне дождь предоставил небольшую передышку. Воспользовавшись ею, огнеборцы смогли в полном объеме использовать технику для выполнения крупных работ, в том числе минерализации территорий. Мы создали такой костяк работников Якутлесресурса и планируем дальше по крупным лесным пожарам так проходить и быстро локализовывать и ликвидировать. Вчера для помощи в тушении лесных пожаров из Якутска прибыла специализированная автоколонна, сформированная силами частных лиц, предприятий и госструктур. В ее состав вошли 27 единиц техники, в их числе водовозки и автоцистерны. Мы стоим на участке 116-го километра, стоим на защиту вот этого границы леса и на перекачке водой заправляем все водовозки, пожарные машины, чтобы обеспечить этот район водой. Считаю, наши 3 отделения еще там и гражданских, там где-то 5 водовозок приезжают. Все, справляемся, все успеваем. Сегодня пожары возле села Магарасы практически локализованы. Но самое главное, что сейчас они не представляют опасности для населенных пунктов. Что и через центр волонтерства, через Доброштаб идет большая помощь, и люди приезжают, и помощь поступает материальная. И вместе с тем, конечно, многие организации, сами специализированные отряды уже свои готовят, отправляют. ГУП ЖКХ, АГАТУ, Алмаз Эргенбанк, другие компании, и их отряды сегодня работают уже по многим пожарам, там по 10, по 20 человек. Тоже это очень хороший пример. Уверен, что в эти дни мы будем всем этим процессом управлять через оперативный штаб республики. Глава Якутии отмечает, что на данный момент в горном районе завершен первый этап тушения, а именно недопущение пожара в населенные пункты. Сейчас оперативный штаб готов перейти ко второму этапу – полной локализации и ликвидации этих пожаров. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Горный район. Там же, на территории Горного Улуса, для сохранения работы электростанции в населенных пунктах ведутся противопожарные работы местной РЭС. Они работают по линиям сетей Якутск, Бердигостях, Асыма, Кюрелях, Джикимде, Сологон, Ортосурт, Кептин. Всего задействовано 30 человек и 10 единиц техники. Столбы возле сел Кюрелях и Йорт-Салагон пострадали не сильно. По линии 110 киловольт, ЯГРЭС Новая Бердигостях. Всего в результате лесного пожара пострадало 6 опор. У нас, получается, мы заменили полностью 2 опоры. И 4 опоры произвели частичный ремонт.
Для помощи наземным группировкам сил в тушении пожаров летчики-наблюдатели Федеральной авиалесоохраны искусственно вызвали дожди в наиболее горимых Горном, Вилюйском и Нюрбинском районах. Для проведения работы авиалесоохрана задействует специальный самолет-зондировщик Ан-26 под названием «Циклон», на борту которого размещена веерная установка для пуска в облака пиропатронов с йодистым серебром. Помощь региону в тушении пожаров оказывают около 800 парашютистов, десантников Федеральной авиалесоохраны, также авиалесоохраны регионов Уральского, Сибирского и Дальневосточного округов. В ближайшие дни в разных частях Якутии ожидаются естественные дожди, что может снизить задымление и помочь наземным силам в стабилизации обстановки на местах. Что касается в целом по Якутии, то только за прошедшие сутки ликвидировали 16 пожаров общей площадью 158 тысяч гектаров. Заместитель руководителя Рослесхоза Александр Агафонов подвел итоги сегодняшнего дня касательно работы по тушению пожаров в Якутии. Давайте послушаем. 20 часов 21 июля, Якутия. Результаты работы за световой день. Наконец нам удалось переломить ситуацию по Ленским столбам. Сегодня последний из 4 действующих пожара, но 3 из них локализованы в Ленских столбах. Сегодня локализовали 4-й. Группировка работает очень хорошо. В ближайшее время сейчас идет дотушивание. И я думаю, что день-два мы их полностью ликвидируем. Это по Ленским столбам. Значит, 9 пожаров сегодня потушено крупных. Это и наземная группировка, это и авиация. Общая площадь потушенных пожаров 94 тысячи гектар. Это очень хорошая работа, очень позитивная. Значит, сегодня отработал самолет-зондировщик по 10 пожарам. Значит, с 6 пожаров от руководителя тушения пожаров мы уже получили информацию, дождь пошел. Ждем от остальных информации. Результат есть. И танкерная авиация сегодня тоже успешно отработала по кромкам 3 крупных пожаров вблизи населенных пунктов. Значит, работало 2 самолета Ил-76 Министерства обороны и 3 самолета Б-200 МЧС России. Работают слаженно, работают точно, практически ни одного промаха, опять все сливы исключительно в кромку. Там, где они отработали не порядка 2,5 километров, если кромки в целом. Сейчас по этой кромке идет дотушивание, так по технологии положено тушение лесных пожаров, наземными силами. Надеюсь, к утру у нас будет позитивный результат по локализации и дальнейшей ликвидации этих крупных пожаров. Если подробнее остановиться по ситуации на Ленских столбах, то всего с начала пожароопасного сезона на территории национального парка зарегистрировано 11 природных пожаров, 7 из которых ликвидировано. По информации, на данное время на территории национального парка действовало 4 природных пожара на общей площади, и 3 из них успешно локализованы. Все работы по тушению в связи с усложненной транспортной доступностью проводились вручную. На территории парка работали 116 человек из 5 субъектов страны. Сегодня один из самых крупных пожаров, который действовал практически с начала июля. Он сегодня успешно был локализован, но до ликвидации говорить еще рано. Если погода нам поспособствует, я надеюсь, что к концу недели мы ликвидируем вот эти вот 3-й, 7-й и 9-й пожары. И потом уже перебросим все силы и средства на ликвидацию вот крупного природного пожара ЛП номер 5. Я просто хочу сказать, воспользоваться этим моментом и поблагодарить всех сотрудников и авиалесоохраны, сотрудников учреждения, инспекторов наших, всех мобилизованных жителей близлежащих населенных, которые провели колоссальный объем работы. Надо отметить важный момент, что все работы у нас велись вручную. Теперь к эпидобстановке. За минувшие сутки на территории республики зарегистрировали 99 новых случаев коронавируса. Из них 53 случая приходится на столицу. 6 заболевших обнаружили в Мирнинском районе, 5 в Нерюнгринском, по 4 случая в Алданском и Булунском районах.
Еще в 15 районах от 1 до 3 случаев заражения, сообщает оперативный штаб республики. Сегодня после обеда городские поликлиники получат вакцину «Спутник», в связи с чем мы призывали вас в течение 2 последних недель записываться на «Спутник». Соответственно, те, кто был по записи, могут в нашей поликлинике при наличии вызова посетить для того, чтобы получить как «Спутник», так и «Пивак-Корону», которые являются равнозначными безопасными вакцинами, которые применяются на территории Российской Федерации. В Нерюнгринском районе главным приоритетом на пути к реорганизации медучреждений стоят кадровый вопрос комплектования поликлиник и стационаров специалистами, в том числе узкими. Наши коллеги выяснили, насколько сложно местным жителям попасть на прием к офтальмологу. Сегодня на весь Нерюнгринский район 1 офтальмолог. В понедельник и среду врач принимает в городе, во вторник в детской поликлинике, пятница – день иногородних. Кроме того, этот же офтальмолог обслуживает военкомат и поселки. Сегодня район нуждается как минимум в 3 таких врачах-специалистах. У нас проблема. Единственное, участника можно записаться и пройти, а вот в поликлинике нет. Там нужно записаться неизвестно, как это сложно. Ну, а вот пенсионерам, не работающим, как это 1000 только за прием? Понимаете, только за прием. Это сложно. Я иду платно. К частному хожу. Я уже пенсионер, мне в больницу сейчас некогда ходить. К частному. Почему? Потому что к бесплатному не попасть. В район приезжают работать новые доктора, но, к сожалению, столько же уезжают. В других регионах для них создаются лучшие стимулы, связанные с более благоприятным климатом и общим качеством жизни. Стратегия развития здравоохранения в Нерюнгринском районе успешно работает, улучшается материально-техническая база учреждений, а нехватка врачей во многом снижает эффект от этой грандиозной работы, замедляя полный апгрейд системы здравоохранения. Проблема нехватки кадров, безусловно, есть. Но, тем не менее, есть пути решения, которые сейчас совместно с Нерюнгринским районом отрабатываются. Я могу конкретно сказать по Якутской республиканской офтальмологической больнице. Благодаря поддержке Нерюнгринской районной администрации была выделена 4-комнатная квартира, в которую мы сейчас направляем наших специалистов командированных. Они там проживают, то есть они не ищут жилье здесь, не снимают гостиницу. Соответственно, эти средства мы направляем на развитие системы здравоохранения. И вот, допустим, мы закупаем сейчас новую цифровую фундус-камеру, которая позволит делать снимки глазного дна и направлять их посредством телемедицинских консультаций в Якутск. Уже в августе камеру должны запустить в работу в пилотном режиме. Врач оперативно в режиме онлайн сможет принимать решения по поводу заболевания и предстоящего лечения. И благодаря мобильной специализированной бригаде офтальмохирургов нерюнгринцы смогут делать операции по месту жительства, не выезжая в другие города. Такую медицинскую помощь ждут десятки взрослых и маленьких пациентов. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. К другим темам мэр столицы Евгений Григорьев осмотрел объекты, на которых идут подготовительные работы к грядущему отопительному сезону. В частности, глава Якутска посетил котельную в микрорайоне Птицефабрика и многоквартирный дом на улице Воинская. Сюжет Власия Сергеева. Первым объектом, который посетил глава города, стала котельная микрорайона «Птицефабрика», где в рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону идет монтаж нового трубопровода, водоснабжения и отопления. Следующим этапом подготовки на этом объекте станет строительство новой котельной. На сегодняшний момент у нас заканчивается разработка проектно-сметной документации, и в ближайшее время мы приступим уже к закладке свайного фундамента для этой котельной. Мы планируем, что к 1 ноября микрорайон «Птицефабрика» будет работать на новой современной котельной. Также Евгений Григорьев ознакомился с подготовительными работами в многоквартирном доме по улице Воинская, в котором управляющей компанией проводится промывка систем отопления. По итогам объезда данных объектов глава города отметил, что замечаний нет и все работы идут согласно графику. У нас все ресурсоснабжающие организации согласно поставленным графикам должны подготовить котельные свои, источники теплоснабжения, магистральные сети. По управляющим компаниями товарищам собственников жилья это промывка систем отопления как собственники. Ну и все это вместе в комплексе должно дать готовность, паспорт готовности города к отопительному сезону.
Всего на территории городского округа город Якутск действует 17 теплоснабжающих организаций, в том числе 79 котельных. На сегодняшний день план по подготовке Якутска к отопительному сезону выполнен на 33%. Власий Сергеев, Григорий Охлопков, Якутск. На Якутской ГРЭС продолжается ремонт оборудования также в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду. Что сделано и что предстоит, в репортаже Дмитрия Тымырова. Ремонтные работы на Якутской ГРЭС-1 начались еще в марте этого года. Капитальный ремонт производился на газотурбинной установке под номером 7. После завершения периода подконтрольной эксплуатации его запустили в работу. В целом, в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов на Якутской ГРЭС ПАО «Якутскэнерго» запланировал капитальный ремонт 2 газотурбинных установок. В план мероприятий подготовки к ОЗП входит капитальный ремонт ГТ-45-3, станцион номер 4, в объемы которого входит замена направляющих лопаток первой ступени, замена рабочих лопаток первой и четвертой ступеней, камеры сгорания замена, конусов, завихрителей, сгорелок, также ремонт маслосистемы, ремонт генератора, тракта и подогрева сетевой воды. Ремонтные работы будут завершены в конце сентября. В данный момент производится разборка маслоотбойников силами подрядной организации АО «ЯРК». В общем капитальном ремонте задействована вся станция и подрядная организация АО «ЯРК» численностью примерно около 6000 человек. Помимо этого, специалисты проводят испытания технологических электрических защит оборудования, проверку всех узлов. Запланирован ремонт емкости склада жидкого топлива и трубопроводов сетевой воды, а также проведение дополнительных противоаварийных тренировок. Мы в полной мере обеспечены неснижаемым аварийным запасом топлива, я имею в виду резервного топлива, дизельного. Кроме того, в период подготовки к осенне-зимнему периоду нам предстоит отыграть дополнительные противоаварийные, противопожарные тренировки с персоналом, направленные на обеспечение живучести станции в период несения нагрузок в условиях низких температур. Все мероприятия направлены на успешное прохождение осенне-зимнего периода и организацию надежного энергоснабжения потребителей. Подготовка к работе осенне-зимний период 2021 и 2022 годов идет в соответствии с утвержденным графиком. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Сыр местного производства от самого крупного сельхозпредприятия Ленского района Батамайское появился на прилавках. Сначала потребителям был представлен мягкий сыр, а буквально на днях ленчане выстроились в очереди за первым полутвердым сыром. Оценила продукты наш корреспондент в Ленске Анна Кожевникова. Долгожданный сыр местного производства появился на прилавках предприятия Батамайское. Он в продаже всего 5-й день, но ленчане уже по достоинству оценили новый продукт. Сегодня, чтобы купить сыр, уже не надо стоять в очереди, как в первые дни. Объемы поставки товара увеличились, хватает всем. Сыр привозят каждый день. Первый день у нас 60 килограмм ушло за час. Второй день 65 килограмм ушло у нас, может быть, до часов 5. Потом 150 килограмм приходило, тоже ушло в порядке одного дня. И по 120, по 140 килограмм в день получаем. Сыр разбирать хорошо, очень вкусный, натуральный продукт. Те, кто уже попробовали этот молочный продукт местного производства, приходят снова за добавкой. Пробовала, очень вкусный. Вообще качество не мягкий, не соленый, не вообще средний такой. Советую всем брать, покупать. А все потому, что сыр производят из молока местных буренок, выращенных и выкормленных в экологически чистых условиях на сочных травах пастбищ Ленского района. Варят сыр специально обученные мастера. Варится в течение 6 часов, потом поступает в рассол. Через сутки поступает в сырную камеру. Мы каждую головку красим пищевой краской, дышащей, чтобы наш сыр блестел. Каждый день переворачиваем наши сыры в течение 45 суток. Из тонны молока получается 100 килограммов сыра. Сегодня на прилавке поступил продукт первой партии варки и уже покорил гурманов своими высокими вкусовыми качествами. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. В Якутске в комплексе «Россия. Моя история» открыли республиканскую мультимедийную выставку под названием «Академическая наука и технологии в Якутии». Организаторы подготовили 4 раздела, в которых представлены уникальные экспонаты по самым различным областям науки и технологий.
Посетители выставки смогут увидеть калейдоскоп информационных стендов об институтах и истории развития науки в регионе, домик ученого-полевика и многое другое интересное. В августе организаторы планируют провести вторую часть выставки, которая будет посвящена инновационным технологиям. Напомним, этот год в России был объявлен годом науки и технологий. Если говорить о нашем регионе, то Республика Саха-Якутия – это центр развитой науки. И мы об этом всегда говорим, потому что здесь создана очень мощная научная база. Конечно, основа такого мощного развития нашей науки послужила комплексная экспедиция, которая была в 1925 году создана и работала до 30 года, в которую входили порядка 10 различных отрядов по направлениям исследований. И, собственно, вот именно это дало толчок мощной развитию индустриализации и вообще всестороннему развитию нашей республики. Якутянка, бэк-вокалистка, певицы Манижи, участница международного конкурса Евровидения Юлиана Попова выпустила свой первый сольный альбом под названием «Июль». Подробности у нашего московского корреспондента Айсена Бурнашова. Мне просто пришло это название, просто потому что меня зовут Юлина, я родилась в июле, июль это 7-й месяц, все сложилось. Как будто он последний день. 7-й месяц года и ровно 7 треков в альбоме. Все пронизаны искренними переживаниями самой Юлины. Названия песен говорят сами за себя. «Надо ли», «War Love» или «Не подведи». Певица признается, альбом «Июль» — это емкая и очень глубокая личная история, почти терапия, где каждый услышит важные для себя слова. Например, песня «Надо ли» — это вопрос, который очень открытый. И, в принципе, в песне идет размышление на тему, а надо ли быть кем-то определенным, а надо ли думать в эту сторону. То есть это вся какая-то очень большая квинтэссенция того, кем я являюсь, того, что я думаю. Альбом написан в стиле emotional pop. Каждый трек украшает микс инструментала, электроники и, конечно, этномотивов. Но только не подведи меня. И если музыку и тексты песен для альбома девушка начала писать еще в 2018 году, то усиленная работа над сольником началась в прошлом, во время локдауна. Сегодня альбом «Июль» можно найти на всех крупных стриминговых площадках. В соцсетях якутянка уже получает бурный фидбэк от слушателей. Поздравляю с большой работой всю команду. Пусть твоя музыка живет повсюду. Супер новость. Поздравляю, уже слушаю на работе альбом. Это дикий кайф. Дальше больше. В ближайшее время состоится онлайн-презентация альбома. Во время концерта и Юлина исполнит новые треки и расскажет об истории их создания. Известно, что насыщенная программа виртуального вечера затронет и тему лесных пожаров в Якутии. Все собранные от концерта донаты певица планирует направить на борьбу с огнем и помощь волонтерам. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Первые олимпийские соревнования стартовали в рамках игр в Токио. Сама церемония открытия Олимпиады состоится 23 июля. Игры открыл софтбол, который входил в программу Олимпиады с 1996 по 2008 годы. Так, женская сборная Японии со счетом 8-1 обыграла команду Австралии на стадионе в Фукусиме. Софтбол – это менее травмоопасная разновидность бейсбола. Используется там более мягкий мяч, увеличенная бита, площадка меньше, чем в бейсболе, а матч длится 7 иннингов вместо 9. Ранее на Олимпиаде трижды золотые медали выигрывала сборная Соединенных Штатов, один раз Японии. Это были итоги дня на сегодня. Смотрите и оставайтесь на телеканале Якутия-24. Будьте всегда в курсе.